Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В этом году наша страна отмечает 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В республике в эти дни проводят уроки мужества со школьниками, встречи с молодежью. Активную работу по патриотическому воспитанию молодежи проводит якутское отделение ДОСААФ. Гость студии Сергей Соболев, председатель регионального отделения ДОСААФ России в Якутии. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваша организация проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи? Как взаимодействуете со школами и с другими общественными организациями? В первую очередь, это в течение года постоянно у нас присутствуют уроки мужества. Охватывать стараемся все школы города. Даже у нас есть филиалы в Вилюйске, есть филиал в Чурапче. То есть там ребята тоже работают, и школа работает посещением. Именно, как на первом месте уроки мужества. Потом у нас есть работа с юнармией. Это вот филиал, находящийся у нас под эгидой «Авангард» с кадетским корпусом. Тесное взаимодействие, проводим летние лагеря. Прошлый год, конечно, пандемия нам чуть-чуть подпортила всю программу. В этом году надеемся, что все будет у нас по нормальному плану. Будем охватывать широко ребят, готовить их, хотя бы давать понятие, что такое воинская служба, которая их ждет. Это непосредственно школьников. Какие мероприятия проходят с вашим участием в эти дни? В эти дни, вот именно предпраздничные 9 мая, 6-7 мая у нас День открытых дверей на площадке ДОСААФ, это Бестужева-Марлинского 5, приглашаем все население города. 8 мая мы находимся на площади Орджоникидзе, выставляем ретро-технику и свои музейные экспонаты. Выездная выставка у нас, посвященная оружию Великой Отечественной войны. И 9 мая непосредственно участие на площади Победы, тоже с техникой и с оружием войны на площади Победы. А как наложена работа с будущими солдатами? С будущими солдатами, у нас есть государственный заказ, это подготовка военных водителей. Ребята, которые годны по своему здоровью к воинской службе, которые вот в этом году, в этом периоде, допустим, призываются, готовы будут призваться, они могут пройти у нас обучение, получить бесплатно водительскую категорию С. То есть водитель грузовика, это все за счет Министерства обороны. Условие одно, что было бы здоровье, было бы у него желание, и потом после обучения, получив права, он идет в наши вооруженные силы. Спокойно отслуживает и возвращается уже профессионалом-водителем. То есть вот основная такая задача. Планируется запустить авиационно-спортивный клуб и попробовать еще добавить парашютные прыжки. То есть у нас будет водитель, еще и парашютист, десантник. Какие виды военно-прикладного спорта необходимо развивать в школах региона? Военно-прикладные многоборья, в первую очередь, это самое простое военно-прикладное многоборье. Из военно-технических, то есть это авиамоделирование, судомоделирование, автогонки, мотоциклетный спорт пытаемся возродить. Из технического спорта у нас подводное плавание. А какие кружки или секции проводит ДОСААФ? ДОСААФ на данный момент занимается непосредственно секция подводного плавания, клуб страйкбольный, клуб военно-патриотической реконструкции. То есть ребята занимаются именно восстановлением формы одежды, восстановлением тех мероприятий Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, и участвуют в различных реконструкциях. Пытаемся возродить мотоциклетный автомотоклуб, и авиационно-спортивный клуб. Восстановить парашютные прыжки, которые были лет 5-7 назад, еще клуб нормально работал. А проводится ли сейчас школьниками игра «Зорница»? Принимает ли участие молодежь? Как таковой «Зорницы» нет, есть у нас «Снежный барс». «Снежный барс» проводится ежегодно. И в этом году у нас Чурапча команда выиграла первое место. Соответственно, следующий год будет проводиться непосредственно в Чурапче уже финал игры. А так в течение года, это из года в год, и в принципе в этом году пандемия нам не помешала это дело провести. Вполне. А с какого класса участники? 6-й, 10-й, 6-й, 9-й, 8-й. И так далее. А какие цели ставят перед собой проведение игры? Там несколько этапов.
несколько этапов, которые включают в себя и знания по истории, и знания военной техники, и знания вооружения нашей страны. Естественно, проверка физического состояния, ну и ловкость, опять же, участия в военно-патриотических эстафетах, военно-технических эстафетах. Там целый комплекс упражнений, которые курсант должен выполнить приближенно к тому, что он в будущем потом столкнется с этим. Ну, не только парни там участвуют, естественно, участвуют и девушки. То есть вполне нормально. А вообще активна ли молодежь вот, нынешняя? На удивление, да, вот мы все думаем, что они у нас сидят все в компьютерах, в телефонах. Ничего подобного, это какой-то там процент, 10-15 может быть. В основном предлагаешь, они активно идут участвовать, познают. То есть мы предлагаем на своей площадке ДОСААФа и сборку того же автомата Калашникова, там, пистолета Макарова, да, то есть современное вооружение, которое есть у нас в воинских частях. То есть они знакомятся, постигают эти азы в начальной разборке, да, сборки, выполнения нормативов армейских. То есть им это интересно, и мы надеемся, что это что-то потом в голове у них откладывает. А ваша общественная организация проводит в школах систематическую работу? Конечно. Конечно, мы стараемся, ближайшие школы к ДОСААФу, мы туда заходим раз в месяц, ну и городские школы в основном в течение года хотя бы стараемся посетить. То есть именно с участниками боевых действий отправляем, да, то есть это уроки мужества, уроки, пример из собственной жизни, допустим, участников боевых действий, примеры наших ветеранов, примеры афганцев, примеры чеченцев, сейчас уже Сирия пошла, сейчас спецоперация тоже появятся у нас ветераны и участники этих боев. А как ведете работу с ветеранами и входят ли в ваш состав ветераны других военных операций? Конечно, конечно. У нас такой хороший пул, хорошая команда из участников боевых действий, начиная как от Афганистана и заканчивая уже, вот я говорил, сирийцами, чеченская компания, сирийская компания. Значит, вполне взаимодействуем. В принципе, очень хороший костяк будет у нас представлен на 9 мая. То есть, ребята готовы помогать, ребята готовы сотрудничать, участвуют в наших мероприятиях, помогают в работе со школьниками. То есть тут вполне хорошо. Ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, уже их с каждым годом меньше и меньше. То есть мы создали сейчас у нас даже музей. Участок мы выделили пару стендов, я думаю, они будут расширяться с уходом наших ветеранов, которые передают нам свои награды в музей ДОСААФа, и они выставлены непосредственно на стендах музея. То есть краткая биография ветерана и все его боевые пути. Что бы вы хотели пожелать якутянам накануне Великой Победы? Ну, в первую очередь мира, чистого неба, радости, покоя, ну и стабильной нашей жизненной ситуации в нашем нестабильном мире. Сергей Владимирович, спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До новых встреч.